Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Степан Александр, и тема нашей работы – лукизм среди молодежи города Якутска. Примером актуальности станут первые теледебаты в истории США. Коротко говоря, Джон Кеннеди стал 35-м президентом, делая ставку на свой внешний вид. В эпохе глобализации такие явления становятся общественным фактом, поэтому молодежь уже понимает, что упорство и труд – это не единственные факторы достижения успеха. Целью исследования является выявление у якутской молодежи острой проблемы лукизма, и перед собой мы поставили 4 задачи. Изучить лукизм с теоретической точки зрения. Второе. Провести соцопрос среди якутской молодежи 12-22 лет. Третье. Выявить, реальна ли проблема. И четвертое. Сделать выводы. Итак, что такое лукизм? Это обозначение положительных стереотипов выбора поведения по отношению к привлекательным людям. То есть это дискриминация по внешности. Стереотип «хорошо все то, что красиво». Пожалуйста, прочтите комментарий. Чувствуете разницу? Красота в своем понимании, она разнообразна. Это здоровье и ухоженность. Но лукизм же все сводит к стереотипам и шаблонам. Каждый ребенок с детства уже осознает, что красиво, а что не очень. Сейчас молодежь старается выглядеть красиво, опрятно и аккуратно. Ведь внешность играет немаловажную роль в достижении успеха то в карьере, то в личной жизни. Я попросил своего друга Павлова Джулс помочь мне с проектом, на что он любезно согласился. Так, он провел опрос своей страницы Instagram. Таким образом, мы выявили, что Джулс является внешне привлекательным человеком. Эффект ореола. Присуждение человеку определенных качеств, опираясь на его внешние данные. Только на его внешние данные. Опираясь на полученные данные, мы эмпирическим путем доказали, что данный эффект работает. В настоящее время лукизм сильно въелся в нашу повседневную жизнь. Представление о красоте и стремление к нему стали нормой общественного строя. Даже младенцы, смотря на привлекательных людей, задерживают дыхание. Следовательно, обожание красоты у нас с рождения, так как младенец – это еще не сформированная личность. Лукизм охватывает уже практически... Лукизм стал неотъемлемой частью почти всех сфер жизнедеятельности, таких как политика, рынок труда, школа, социальные сети, индустрия красоты, фольклор. Тут все просто. Положительные герои красивые, а отрицательные уродливые. И, наконец, средства массовой информации. Решите приступить к практической части. Мы провели соцопрос на сервисе Google формы с охватом 70 человек. Но про что такое лукизм, только 38% знают правильный ответ. По результатам следующего вопроса многие неоднозначно ответили на него. Мы решили проверить так называемый эффект ореола. Оказывается, он работает. Пожалуйста, ознакомьтесь с результатами. Далее мы попросили опрашиваемых оценить вид людей с лишним весом, вызывающей одеждой и чрезмерной худобой. Критики избежать не удалось, но мы выявили малую тенденцию к толерантности. Далее мы попросили людей перечислить то, что нравится видеть в противоположном поле. Что нравится парням? Популярные ответы. Глаза, ноги и волосы. Что нравится девушкам? Руки, рост и глаза. Также им очень нравится, когда парни улыбаются. Хотите ли вы изменить свою внешность? 24 из 70 ответили, что они всем довольны. Остальные жалуются в основном на вес и незначительные недостатки. 52 человека из 70 ответили, что были свидетелями буллинга в школе. Далее мы попросили девушек про их мейкап. Половина ответила, что крашутся по желанию. Остальные каждый день. На этот вопрос ответили 2 пола, поэтому мы предполагаем, что последние 2 ответа принадлежат представителям мужского пола. Как выяснилось, люди обращают внимание сначала на одежду незнакомого человека.
Тем самым мы доказали, что пословица «по одежке встречает, по уму провожает» очень актуальна. Заключение. Лукизм стал обыденным явлением. Рабочие дресс-коды, стандарты красоты, стереотипы об идеальной внешности. Является ли лукизм острой проблемой среди молодежи города Якутска? Выяснилось, что все-таки люди заинтересованы в внешности других, но тем не менее у многих идет тенденция к толерантности. На наш взгляд, чтобы проблема не заострилась, нужно принимать меры. Мы должны быть более толерантнее друг к другу. Нужно уважать друг друга. Перед вами список использованной литературы. В основном работа ссылалась на интернет-публикациях, авторских книгах психологов и новостных порталов. Спасибо за внимание.